Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. И с вами я, Мария Крадашевская. Ну что, начинаем! Только мы начинали радоваться, что крепкие морозы и туман отпустили, как сегодня Якутск снова окутал густой туман. Тем временем вид сверху не такой мрачный, скорее наоборот. Пользователи соцсетей поделились фотографиями, сделанными с сопки Чучур-Муран. Зрелище, захватывающее дух, правда? Тем временем в Тиксе Булунского района тоже взошло солнце после длинной полярной ночи. Там она одна из самых длинных, аж в 67 дней. Больше всего этому событию, конечно же, радуется детвора. Стойкие дети проводят в кромешной темноте аж 2 месяца, и первые лучи солнца для них – настоящий праздник. Очередное чудо нашей необъятной Якутии – гранитные города Улахан-Сись. Фотограф и путешественник Сергей Карпухин поделился снежными фотографиями одного из труднодоступных, но невероятно красивых мест нашей республики. Этот горный хребет находится в междуречье Индигирки и Алазеи и является продолжением полуусного кряжа. Его сфотографировали несколько лет назад, но уже в этом году фотограф планирует отправиться туда снова и непременно порадовать подписчиков новыми фотографиями. Житель села Кюндее Сунтарского улуса получил подтверждение об установлении рекорда Гиннесса спустя 10 лет. Андрей Кузьмин еще в 2013 году проплыл в составе группы спортсменов через Берингов пролив аж 86 километров за 6 суток. С учетом сноса течением и ветром фактическая протяженность составила и вовсе 134 километра. Условия заплыва можно назвать экстремальными. Океанские волны порой достигали 4-5 метров высоты. Холодный ветер пронизывал, его порывы доходили до 17-22 метров в секунду, а температура воды колебалась от 2 до 8 градусов тепла. Сейчас рекордсмен работает учителем физкультуры в школе. Он по-прежнему активно занимается спортом и даже основал юношеский проект «Рюмголен», в котором активно привлекает мальчиков к спорту и учит мужеству и храбрости. Удивительные картины из перьев создает жительница Аймеконья. Екатерина Таркова – дочь потомственных оленеводов и охотников, ветеран оленеводства. Умело обращается с этим необычным материалом, создает от разных поделок до украшений. Впрочем, талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Екатерина Григорьевна еще и пишет стихи и состоит в Союзе писателей Якутии. А еще она мама 9 детей и бабушка многих внуков. Кстати, вы в курсе, что в Национальном художественном музее впервые открылась выставка, посвященная якутскому кино? Она называется «Увидевший прекрасное». Сейчас в экспозиции представлена коллекция костюмов и реквизита, специально изготовленных для кинокартины «Кереникорбют» по историческим образцам того периода. В том числе и личные вещи главных героев фильма, реконструкция серебряного начальника и гривны, а также телега Ивана Попова. Кроме того, на выставке представлены картины первого художника Якутии Ивана Васильевича Попова, которые вдохновили режиссера фильма «Любовь Борисову». Экспозицию дополнят письма художника из архива музея и аутентичные предметы быта из музейной коллекции. Выставка будет работать с 27 января, ну а 26 января там состоялась пресс-конференция для журналистов. Видимо, уже на тот период это было какое-то уникальное украшение, старинное, поэтому хотелось видео как можно больше. Экспозиция получилась очень разнообразной и многоплановой, потому что, во-первых, мы показываем живописные картины Ивана Васильевича Попова, которые очень редко
для широкой общественности бывают показаны. Кроме этого, экспозиция дополнена народным прикладным искусством и также реквизитом, подготовленным специально к этому фильму на основе большого научного труда каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии» в музее Германии. А сейчас мы хотим познакомить вас с музыкальным педагогом Валентиной Граниной, которая уже не один десяток лет отдала Алданскому детскому саду «Светлячок». Открывая дошколятам мир нот и мелодий, вместе со своими воспитанниками педагог неоднократно покоряла всевозможные высоты. А маленькие артисты, занимающиеся у нее, известны всему району. В гармонию музыки погрузилась моя коллега Татьяна Вахнина. У воспитанниц подготовительной группы детского сада «Светлячок» сейчас очередная репетиция. Вместе с музыкальным руководителем Валентиной Граниной девчонки готовятся к ежегодному районному фестивалю «Битва оркестров». Слушателей ожидает грандиозный сюрприз. Музыкальные произведения оркестранты будут исполнять на настоящих инструментах. Мы ежегодно выступаем на районных мероприятиях. У нас уже 5-й год проходит мероприятие «Битва оркестров». И каждый год мы занимаем призовые места с ребятишками. С дошколятами Валентина Гранина работает более 40 лет. Некоторые из ее первых артистов и исполнителей сегодня уже сами бабушки и дедушки. Впрочем, разученные в детстве песенки они помнят до сих пор. По основному образованию Валентина Ивановна – музыкальный педагог, но с детьми ей довелось работать в разных направлениях. Она была и воспитателем, и инструктором по физкультуре. Пока есть силы, будем работать, потому что ребятишки дают очень много сил и энергии. Им отдаешь, и, конечно, не стареешь, а наоборот молодеешь. В дошкольном возрасте пользу музыкального развития нельзя переоценить. Способствуя активизации творческого потенциала, музыка благотворно воздействует на всю психоэмоциональную сферу. Ребятишки раскрепощаются, учатся слышать и слушать. У них развивается чувство ритма и гармонии. А занимается детвора с огромной радостью. Они так буквально быстро охватывают ее, вот тот репертуар, который она с ними занимается. Все время в костюмах, не просто пришла, она нарядилась там. Очень много ребятишек после детского сада идут в музыкальную школу искусств. Они занимаются на разных инструментах. Кто-то из них посещает колледж, учится в колледже. Большое внимание в детском саду уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Через музыкальное искусство Валентина Ивановна знакомит дошколят с культурой, историей и традициями других народов. В «Светлячке» имеется богатая коллекция национальных кукол. Экспонаты изготавливают педагоги вместе с детьми и родителями. У Валентины Ивановны очень много творчества по ее жизни. Она сама по себе творческий человек. Она не может сидеть без дела. Она повышает постоянно свой уровень. Маленькие артисты Валентины Ивановны покоряют всевозможные высоты, завоевывая популярность как в районе, так и в республике. Горизонты для творчества обширны. Музыкальный зал «Светлячка» оснащен отлично. Наряду с приобретенным оборудованием множество инструментов, как и атрибутов для игр, Валентина Ивановна изготавливает своими руками. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. А теперь к сладким новостям. 24 января во всем мире отмечается День эскимо. Несмотря на самые холода, у нас в республике в это время многие якутяне, конечно же, обожают это лакомство. Моя коллега Анна Пшенникова подготовила сюжет. Давайте посмотрим. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и в числе прочих радостей оставит в подарок 500 эскимо. Эта сладкая мечта всех маленьких жителей Советского Союза не теряет своей актуальности и сегодня. Эскимо любят все, и те, кто только открывает для себя его вкус, и те, кто впервые попробовал эскимо несколько десятилетий назад. Я-то 50 лет тому назад. А вы? Точно. Я тоже в детстве, где-то 8-9 лет, в Москве когда была. Вы любите эскимо? Обожаю. Очень сильно. Классическое? Любое. Нравится и то якутское, то вот такое привозное. Классическое. Самое обычное. Любите мороженое эскимо? Да, очень люблю. На заре становления десертного производства в стране было только 2 вида эскимо – московская цилиндрической формы в фольге и ленинградская плоская, завернутая в бумагу. Сладкие представители обеих столиц соперничали за звание самого вкусного, а в Якутске эскимо было в огромном дефиците. Сегодня ситуация изменилась. Больше 30 видов, из них 20 эскимо. Самое ходовое – это наши местные. Вот они. Классическое вот. Ну вот фольги обычно берут. Такие вот, такие вот, такие вот. Даже палочки.
И все же, несмотря на изобилие, многие считают, что нынешнее мороженое уже не то. Там вкуснее было как-то, очень сладкое было. Но если честно, то да, тогда был знак качества. Поэтому те, кто хотят ощутить тот самый сливочный вкус, все чаще пробуют приготовить его самостоятельно. Мороженое можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобятся у нас простые ингредиенты. Это яйцо, то есть точнее желток, сахар, соль, молоко и сливки. Сейчас мы смешиваем желтки вместе с сахаром в китчике до 20 минут. Потом добавляем в отдельную гастроемкость молоко вместе с сливками, ваниль и соль. После этого смешиваем всю эту базу. А еще добавляем ягоды и получаем голубичное мороженое. Остается только заморозить его в стаканчике и добавить палочку. Любовь к эскимо у россиян неистребима. Она передается на генетическом уровне. И даже когда на улице минус 50, мы нет-нет, да и балуем себя любимым мороженым на палочке. И на минуту возвращаемся в детство. Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Якутск. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть какие-нибудь интересные новости, вы можете присылать их на наш телеграм-канал, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.